Когда посланник, саллаллаху алейхи вассалям, пожелал создать метод призыва людей на молитву, он посоветовался со сподвижниками. Некоторые сподвижники рассказали сон, который они видели, о том, как один из верующих читает азан. И пророк, алейхиссаляту вассалям, согласился, что этот способ наилучший. Ценность азана в нашей религии очень велика. Это признак ислама там, где проживают мусульмане. Аллах похвалил муадзинов, сказав: «Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху и поступает праведно». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Муадзины в судный день будут самыми высокими». Муадзин как бы заместитель Аллаха в призыве рабов к вратам Всевышнего. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал нам о величии этого дела, и верующему рекомендуется к этому стремиться. Если бы люди знали о том, какая награда ожидает за призыв и нахождение в первом ряду во время молитвы, и не было бы иного выхода, кроме как тянуть жребий, то они тянули бы для этого жребий. Людям следует проникнуться величием и достоинством азана. Посланник, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Если кто прочитает азан, то кто бы это ни услышал, будь то человек или джин, пусть даже камень или глина услышит, они в судный день будут свидетельствовать услышанному». Поэтому человеку желательно читать азан у себя дома, если даже дома никого нет. И если даже вы в пустыне, читайте азан, дабы заслужить награду за азан, достичь того, за что Аллах похвалил сподвижников. Самые важные этические моменты, которые нужно соблюдать муадзину, это богобоязненность, честность, обращение в сторону Каабы, нахождение в омовении во время азана. Желательно, чтобы муадзин был голосистым. Сунной является повышать голос при чтении азана, подниматься на высокое место, ведь раньше не было микрофонов, закрывать указательными пальцами ушные раковины в момент чтения азана и читать его в известной распространенной форме «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар» и так до конца. Желательно поворачиваться при чтении слов «Хайя аля салях, хайя аля фалях» в правую и в левую стороны. Также муадзину желательно сделать тарджи, то есть после чтения такбиров про себя 2 раза прочитать «Ашхаду алля иляха илля и 2 раза «Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах». Затем то же самое прочитать громким голосом, и в общем получается 4 раза. В призыве на утреннюю молитву желательно сделать тасвиб, то есть сказать «Ассаляту хайру минан наум» – «Намаз лучше сна». Это важная сунна, которая осуществляется во время чтения азана. Желательно, чтобы муадзин также читал икамат. В азане растягивал голос, а читая икамат, чуть быстрее его прочитал. Что касается женщин, то ей дозволено читать икамат в обществе женщин, где нет мужчин. А что касается чтения азана женщине, то для нее это не сунна ни при каких обстоятельствах. По свидетельству госпожи Айши, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда слышал азан, преображался в поведении. Посланник Аллаха разговаривал с нами, шутил, но если наступало время молитвы, то он становился таким, как будто не знал нас, а мы не знали его. То есть он оставлял все дела и готовился к молитве. Когда мы слышим муадзина, нам нужно приготовиться к намазу и оставить все наши дела, будь это разговор, работа и даже чтение Корана. Следует оставить все занятия, поскольку это призыв самого Аллаха посредством муадзина. Затем желательно повторять то, что говорит муадзин. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам рассказал: кто повторит слова муадзина искренне, тот войдет в рай. В другой версии хадиса говорится: он удостоится моего заступничества. Желательно повторять за муадзином во время чтения слов «Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах» сказать: «Я тоже свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха, я доволен Аллахом как Господом, исламом как религией, Мухаммадом как пророком». Во время чтения муадзином слов «Хайя аля салях, хайя аля фалях» сказать: «Нет силы и мощи, кроме как от Аллаха Величественного». В утреннем призыве при чтении муадзином слов «Ассаляту хайру минан наум» следует сказать: «Ты прав и истину изрек».
После азана желательно прочитать салават на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, а затем прочитать дуа. «О Аллах, Господь этого полноценного призыва, азана и совершаемой молитвы, одари нашего господина Мухаммада степенью аль-Василят и доведи его до уровня Макам Махмуд, который ты обещал ему. Одари нас заступничеством пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в судный день. Поистине ты не нарушаешь обещаний». Потом можно прочитать любое желаемое дуа. Того, кто прочитает это дуа, Аллах возвеличит тем, что удостоит его заступничеством, ведь эта мольба о степени аль-Василят пророку, саллиллаху алейхи вассалям, может помочь нам получить шафаат в судный день. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам рассказал, что мольба между азаном и икамой неотвергаема. Это важное время, которое использует верующий для обращения ко Всевышнему Аллаху, свят Он и велик. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: когда шайтан слышит азан, он сразу убегает от азана, потому что азан поражает его, сжигает и отталкивает. Когда человек слышит призыв на молитву, который звучит в разных уголках из минаретов мусульман, то он чувствует спокойствие и уходят от него многие беды. Азан связан с признаками ислама, в том числе с самым великим признаком в исламе, с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Когда слышите азан, старайтесь чувствовать, как вел себя наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда слышал азан, как он обращался к Аллаху, чтобы наше вступление в намаз было, как у нашего посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Так мы будем совершенными в следовании достойным деяниям лучшего творения, пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и будем соответствовать смыслу слов Аллаха: «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».